Icișa teșeni pismo, когда сейчас шеломач. Юрта карпонтаса индины. Будет только оспонден туйна гижна письмоса. Крепота жмита покала. Тенат Степик. Сначала ирбитами муны, потом вот это всю Карелию с боями прошел. Сейчас после ранения по Второй Белорусской фронт. Дани армии воема, зачин вот фотографировали, да. Датский остров Борнхольм. Вот це остров мы воем. Сетен миян ротас, асваном. Вот эта рота целиком вой. Ну вот Шульгин, Мугацеме Тарабун, Молдоване воиса. Молдоване сперва нянься таса шубкаса. Попробуй больше, сразу город-то крав. Не крава все, а потом вивається, що і сидже, нянься не могу. Молдаване, остальные, кто немец не сдавался, а к меня сейчас перебрасывали. Раз, я только же мунима, меня скажется, чуть-чуть, бешите зерис. И на митинг. Ну, на митинг. А мы были дежурный по части сержантский состав. Мегмун. А мы это дружок. Супруг деревни с Климову. Пашка. Вот. Ці муница мег. Вовк, ти се рада, будеш шапка, шупкани, спотка, звіше, шупкани. Бешла мы возьмем. Германия капитулировала. Но мы капитулировали, я не понимал, вовк, ти де кути. А чим сусіда, мы ще капитулировали. Германия, що здався конець війни. Казино, одна буде с друзья воем на фронте. Вот это Ташульгин, это Борисов, это Ларионов, кажется. Сисякой Уванжа Джимми. А мы вот вверху, Вестерн-то. Это чисто юбилейная медаль. А за отвагу каковой-то военная. Вот, за отвагу вот это. У нас в Параме была одна женщина, звали ее Дарья. Гадала на картах, на спичках и на бобах. Я зашел к нему, значит, сначала он отказывается. Он гадает это только не каждому, тебе ничего. Я еле уговорил. Она мне сказала, что ты будешь жил. 9 февраля я был призван в ряды советской армии. Фронт только загнали в этом уже Полтавской области, как раз после Курско-Орловской битвы. Городом Кременчук форсируя где-то, прямо с похода. Последний поход был таким тяжелым, что прошли мы за сутки 82 километра. И тот же день, утром прибыли в Днепру. В тот же вечер мы как пошли только наступление, переправились, и каких-то полчаса прошло, нас человек 30 это было так переправились. Команды передают танки справа, как ПТРов там направил фланг, побежали. У нас никакой, кроме ПТР нет, одни только винтовочки. Давай прилетели 3 наших самолета, и давай нас тоже полоскать. Сзади танки, пехота идет, а нас же авиация обстреливает, бомбит.
Потом уже я воевал в другом части после ранения. Вот. 7-й мехкорпус, 16-я мехбригада. И этой части я прошел боевой путь, освобождая это Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию и кончил войну с Чехословакией в городе Прага. После Праги нашу часть обратно послали на второй, это Забайкальский фронт. Войну с Японией. Войну там кончил уже Порт-Артур и Порт-Дальний. Пени не важен петис, вот это чем энциклопедия, Пермский край в Великой Отечественной войне. Вот это чем же книга. Мне вообще има ведение они о Коми-Пермяцком округе. Коми-Пермяцкий округ в годы Великой Отечественной войны. Это история всех предприятий, учреждений и организаций и более 600 человек персонала и участников Великой Отечественной войны, уроженцев Коми-Пермяцкого округа. С этим я пыртима около 90 статей о Коми-Пермяках. Вот, например, Епанов Павел Федорович, Епин Ефим Павлович, этот генерал из Ильича Белоевского сельского совета. Меня семья он тоже эмощ волыса участники войны. Вот это нам тесть, теща, это труженица тыла. Тесть был разведчиком, имеет вот орден славы и 5 медалей. И мы, конечно же, гордимся, помним и будем помнить, пока живы. У нас было признано около 32 тысяч человек. За годы войны погибло около 19 тысяч. И еще почти 10 тысяч до сих пор числится пропавшим без вести. Население Коми-округа, так же как и другие народы на территории бывшей СССР, внесли очень весомую лепту в общее дело победы. Всего за годы войны с 41 по 45 округ сдал государству 123 тысячи тонн хлеба. Было сдано 8175 тонн мяса, 30 миллионов литров молока. Колхозами было сдано 20 800 тонн картофеля, причем из них 1500 тонн – это картофель в сушеном виде. Сами ничего не ели, ни зернышка не брали, а груз довозили, ценнейший груз для нужд фронта. Помимо поставок продуктов, у нас в округе занимались тем, что производили необходимые вещи для нужд фронта. Например, на базе артели «Красный подеревщик», «Красный молот», «Пролетарка» у нас делались телеги, ящики для боеприпасов, шансовый инструмент, например, черенки для саперных лопаток. Делались лыжи. Не очень много, но все-таки широкие лыжи. Вот фотография 40-х годов. Здесь изображено гнутье осей под прессами. Ну, я думаю, оси изготавливаются для телег. Вот сборка телеги. Тоже фотография 40-х годов. У нас работали секретные предприятия. Если говорить о Гудымкаре, то в районе за нынешним Синим мостом было секретное производство горюче-смазочных материалов для автомобилей. Например, делался автол. Там стоял небольшой домик одноэтажный, и вот там изготавливался автол. В Юсинском районе было 2 секретных предприятия, где изготавливались материалы для авиационной промышленности. Например, делался шпон. Известный факт, сразу же, как только началась война, уже в конце лета, начало осени к нам пришло распоряжение о том, что необходимо развертывать эвакогоспитали. Всего за годы войны у нас было в округе развернуто 4 эвакогоспиталя, 3 в Гудымкаре и 1 в Ленинске. Еще были маленькие филиалы в Куве и в Юсве. Всего за годы войны было здесь размещено до 10 тысяч человек. Это, например, жители
Смоленщины, жителей Карело-Финской ССР, Подмосковья, Ленинграда, из Прибалтики люди у нас были. Также сюда было эвакуировано до 1500 детей, воспитанников из детских домов, интернатов города Москвы и Московской области. Часть людей после войны здесь осталась, особенно представители интеллигенции. Они остались здесь у нас работать в учебных заведениях и прожили до конца своих дней уже здесь, в Коми-округе. Пожалуйста, помните о подвиге наших с вами предков, потому что благодаря этому подвигу мы сегодня живем. Память о Великой Победе, о героях, подаривших мирное небо, должна жить в сердце каждого. Всем, кому дорога память о солдатах. Всем, у кого есть свой герой, участвовавший в Великой Отечественной войне. Ко Дню Победы в Перми мы формируем бессмертный полк. Сделайте транспарант с портретом своего фронтовика, и 9 мая мы ждем вас на построение бессмертного полка, который вновь пройдет колонной от Октябрьской площади до театра. Начало формирования колонны в 9 часов. Телефон для справок 205 90 59. Зер, лым, нять, каджит, тыв, погодя, быднё жамычалыс ащис характер. Но это мероприятие быт год экта отерса учачань ыджитач. Кудымкарын чулачыз газета пармалан кожинне звыла традиционной эстафета. Таво эстафета чулачыз, как я мыздас кыкат пырща. И кыч пыр лоес бычам вежал лунан и участникес и виджетыщес понда. Организационный моментес унаан это годы эзвеша. Эстафеталан маршруттез валыса традиционная лощетымыш улица вылет кадна кычевтаны карищ площадь. Принимают участие сегодня у нас 37 команд из всех муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа. Кудымкар, Кудымкарский район, Косинский район, Качевский район, Гаинский, Юсинский. И плюс приехала команда из поселка городского типа Павловский, это Очевский муниципальный район. Возраст участников самая молодая группа, это у нас 6-9 классы. И верхняя граница, я думаю, не ограничена, не скажу, я вижу, потому что достаточно возрастные и опытные участники участвуют у нас в эстафете, как мужчины, так и женщины. Старт щетом. Спортсменне збит виничко тертиса сич колана победа дина. Зер далым немым да эзмешайте ныладорьины ащины с командес. Традиционный эстафета чулоча уна год дезни. Ащис история это вермащому спондатисеша колем века. Эстафета на приз газеты, это шучит газета «Том ударник», первый чулает с 1939 года. И каждый год все чулетиса. Даже и война годзан, и 50-й годзан, один щекот воевалан. Считается, что спортсмены еще днянь маргаринан, юисова, и глюкоза tu вообще давим конфета подушечка. Вот. И только отпор 2020 пандемийный года мне чул это эстафетаса. Погодя смеянас озгажет, учевым, но вермащем мы чулетчины быткать погоды. И мне думаю, что мне он нам
Горчань года чулетная мен эстафета на призы газеты «Парма». 1939 года вермащам было окшилися 240 спортсмен. Сек медоча место боштис педагогическое училище. Награда анвелы гырд знамя. Командалан тренер Даниил Федорович Петров. Сыч победалан знамя годыш года кольчилось педучилище Саин. И чир 1945 года вермиса мучавны ащнуц вын медикес. Но недырке же эд 46 года быра успехвали педучилище Дорн. Главный судья эна годеса уджалис Яков Никанорович Тарасов. Еще чана анвалисия мой быт пырща спортсменны сапанталис духовой оркестр. Музыка горалис да щитис котращищезла вын дагаж. Война бырщань эстафета боштис ащис виль очков. Сия эз ышты ащис ыд. А наоборот, спортсменнес эше содиса, понтиса котрашны инькаэс да нывкаэс. Шушны понтис Ленин туевлык нима газеталан кожиннес выла эстафета. Гора нимес это када, это лесотехнический техникумлан студент Георгий Шошин, педагогическое училище лан вына спортсменка Люба Калина, медицинское училище Велатыш Степан Петрович Гилев. 1992 года окружная газета с нимтаны мыднёж. И секчань быдла радейтана вермащем понда шушны Парма нима газеталан кожиннес выла легкоатлетической эстафета. Кыджи шуща анадж. Вот миаджама, что спортсмены сфинишируют. Интересно же, тотно-то кыжныла талунша вермащемыс, кыжныла щечис этапыс. Вондыла мою ашныта. Виштала, пожалуйста, скажите, как вам сегодня соревнования? Мне очень понравилось, но холодно. А дорога какая? Дорога хорошая, можно бежать, можно бороться. Держи, не мерзни. Расскажите вообще в целом, как готовились к соревнованиям? Готовились очень усердно, каждый день тренировки. Очень много сил потратили и эмоционально, и физически очень устали, но для того бороться до последнего. Довольны своим результатом? Очень. Быть спортсмен должен великотертный ащис этап и керны это сыч, медне джугны правилоес, правильно ощетны бедёк, да еще и локны медоджан. Кыч вишталы сокотращищес, быт этап щекыт. Остой виштавны, что кинлекало оскок ниджик, нежели мадыкла. Котращем коста эстафетная палочка не кин эз ошты. Вы на спортсменнес достойная мычалыса ашныса. Менем глиничи с котрашна, погода свои один кыджит, но ме котерти кыджверми. Корполи ме котертны, ме это разминайте, что котертны вы буржика. Котерти ме четвертое в этой мадикеса. Ме на соревнования съм первыш, но котрашна глиничи с погода сумаль, но все-таки пытаючи. Народа сатянуна, это один гажота мена. Мед невнашонтны публика, вичетыщес да спортсменный спонда мычалыса неуджут концерт. Артистес, котращищес може пыр достойная мычаланы ашниса, и каджит тев, когда пыльтис кужлун, ния эсповжет. Над тешеникер эзвичище сечембура награжденьоса. Тавоща легкоатлетическая эстафета кольчас каштылын мезын дыркежа. Спортсменнес эше отпырмучалыса отерла мыйникычем препятствие ос подмытные победа боштым понда. И ашкать погодя вели умоль, но отерки вечерти это лунус все равно вели гажа праздникан.